Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что Салават Хамидуллин не только автор многих программ на телевидении, но и автор как раз многотомника «История башкирских родов». И сайт башкирика.ру тоже, в общем, как раз продолжение этого многотомника. Вы можете зайти, посмотреть там, ну и если вам какой-то род особенно интересен, я думаю, вы можете там связаться и книгу как-то получить. Теперь давайте поговорим о том, история какого рода подробно будет разобрана. Род Кудей, знаменитый род в истории Башкортостана. Хотя бы потому, что к этому роду принадлежал наш национальный герой Салават Юлаев. Уже не только историческая фигура, это, в общем-то, и бренд, и республики, бренд, я не знаю чего, там всего, что только есть на свете. Ну, давайте тогда начнем с того, какую территорию род Кудей традиционно населял. Основная территория рода Кудей – северо-восточный Башкортостан. Это территория Салаватского района, часть, по-моему, Кегинского района, Нуримановский район практически весь, была вся их территория. Потом много земель у них осталось в Челябинской области, которая, так скажем, для них потерян, допустим, вот это Симский завод, во многом из-за чего Салават, хотя не только из-за этого, конечно, но, по крайней мере, Юлай Азналин, его отец, вот, как бы в бунт включился вот, по поводу как раз Симского завода, построенного на отторгнутых у них землях купцом Твердышевым. Вот сейчас это город Сим, Челябинской области и так далее. Вот. Ну, практически на границе. Ну да, там, да. То есть у них там была такая большая территория, потом часть в их же волость ходила Иглинского района, современного, значит, Республики Башкортостан. Давайте теперь немножко про этноним. Откуда такое название? Кудей, да, опять же, вот тут всякие есть версии и так далее. В общем-то, достоверно неизвестно, почему и как. Но слово что-то означает? Да ничего оно не означает. Всякие были версии, пытались и так интерпретировать, ничего не получилось. Одно можно сказать точно, что, в общем-то, когда вот во много исторической литературе их относили к одному из подразделений башкирского рода Ай, это неправильно, Айле, то есть неверно, это все-таки отдельный самостоятельный род, значит, Кудей. Конечно, временами они входили в айлинское объединение, наиболее такое, значит, мощное и сильное. Вот. Но все-таки это самостоятельный род. Ну, наши изыскания привели к тому, что все-таки мы думаем, что этноним Кудей, он все-таки восходит к агузской этнической стихии. Это агузы, как известно, это наиболее ранние тюркские, значит, кочевники, которые, значит, раньше всего выселились с востока откуда-то, ну, условно говоря, с территории Центральной Азии и стали заселять просторы современного Казахстана, значит, и Восточной Европы. Кавказа, да. Да, агузские племена или агурские племена, если там говорить по классификации Клишторна, сначала агурские или агузские, вот он ставит между ними знак равенства. Вот они уже в первых веках нашей эры уже вслед за гуннами ринулись на запад. По всей видимости, кудейцы как раз вот относились к их племенной стихии. Почему я так говорю? Дело в том, что есть на территории Турции зафиксированы топонимы, которые, значит, коррелируются с названием Кудей, там, допустим, Кудейли, то есть Кудеевец, там, вот, они есть расположены в провинциях Зонгулдак, Сушихри, и там и Карс, там, значит, есть много таких этнонимов. И это, кстати, не наша точка зрения, а это турецкие, значит, исследователи сопоставили это дело, поскольку когда начали изучать топонимии своей страны, в общем, много каких-то вот таких было и народных, не местных, там, скажем, не малазийских названий, то есть малоазиатских, скорее, да. Но я, знаете, что отмечу? Мы неоднократно говорили о разных племенах, которые получили свои названия, свои имена от каких-то других племен, пришедших чаще всего из Средней Азии, откуда-то там с Востока. Плюс ко всему надо отметить, что это не только племена, но и народы иногда целые, да. Понятно, что это скорее пришли названия, да, а не люди. То есть не такое большое, наверное, количество людей пришло и дало это название. Чаще всего это люди, которые остались здесь, да, которые имели какую-то военную силу, имели военную мощь большую, чем коренное население Южного Урала тогдашнего, и, соответственно, они дали свои названия каким-то территориям, каким-то родам. Ну, это я так на всякий случай еще раз напоминаю, неоднократно мы уже в программе это говорили. Но возвращаясь к истории рода Кудей, какие у нас есть первые источники их упоминаний? Хочу сказать, что там документальных-то, значит, их долго нету, но есть у них ШЖР. Вот, у них ШЖР есть, у кудейцев сохранилось. О чем говорит, что все-таки они были такими кондовыми, так скажем, да, вотчинниками, которые
пытались как-то зафиксировать всю свою собственность. Зафиксироваться, значит, как-то остаться. То есть, как раз это и первый, самый главный инструмент для этого, это как раз шежире. Вот есть, сохранился шежире, сейчас я даже копию покажу. Вот, вот копия этого шежире. Вот фотокопия такая, ну, не очень качество. Но я могу подтвердить, что в книге есть. Да. Вот. Самое интересное, что они сами что пишут о себе. Смотрите, значит, это шежире башкир рода Каратабын. Значит, там сначала начинается это опять басмалы, бисмилляхи, там Рахман Рахим и так далее. И вот они что о себе пишут, что мы, башкиры Буляка-Кудейской волости, сюда пришли в 220 году хиджры пророка. 220 год хиджры пророка. Это соответствует 835 год христианского летоисчисления. Но это они так пишут. Тут что важно, мы не говорим, что это вот все 100%. Да. То есть они, по крайней мере, это, по крайней мере, так они пытаются утвердить именно, что их собственность земли с этого момента. Да. То есть, мы, понимаете, я очень так сомневаюсь, конечно, что вот прям до года, еще до месяца, еще там до дня, там, значит, зафиксируйте, вы скажите, когда мы сюда придем. Нет, конечно. Но факт тот, что, значит, 835 год назван как тот момент, когда вот они сюда пришли и все, так сказать, обосновались. Это как раз претензия на то, что они говорят, что вот мы тут как бы испокон веков. Да, испокон веков, чуть ли там не самые древние. Вот это важно. То есть, что шежире, ведь он какой документ, какого плана, это нужно тоже понимать. Там нельзя было писать, там всякие небылицы. Там же не так, что вот, моя шежире, дай-ка я напишу что угодно, мы прилетели с Марса, да? И тогда существовало общественное мнение. Так. Другие роды просто бы высмеяли их, понимаете, да? То есть, не приняли бы, да? Ну, естественно, просто бы насмех поднимали бы, что там, ну что вы там, как бы сказки там какие-то делаете. То есть, и тогда ведь общественное мнение существовало. Не нужно думать, что это изобретение только нашего времени. Вот. И, соответственно, они не могли писать такие небылицы. Там, по датам, конечно, этого никто не может там сказать, вот, когда конкретно. Но, по крайней мере, по всей видимости, такой консенсус существовал среди других башкирских родов, что да, кудейцы все-таки это что-то такое древнее. Древнее. Да, что-то такое древнее. Поэтому, значит, мы тоже относим к одним из древнейших башкирских родов. Кстати, вот они по генетической составляющей все представители гаплогруппы R1A. То есть, это как раз вот эта индоевропейская гаплогруппа, которая у башкира составляет вот больше 30%, наверное, да, вот это носитель этой гаплогруппы, она одна из самых больших, она индоевропейская, там ее выводят чуть ли не, значит, к Синташте и Аркаиму и так далее. Из этого мы делаем вывод, что все-таки их предки относились вот к тому массиву, значит, автохтонного населения. Сарматского населения, которое оно вот тут где-то, значит, ходило, то есть это не конкретно какая-то привязанная территория. Сарматы же, они передвигались, все. Потом пришли агузы, их тюркизировали, вот, и, в общем-то, но основа-то осталась вот это, то есть, как бы вот это сарматское. Ну, что еще хотелось бы сказать? Много споров о Салавате Юлаеве, давайте поговорим, то есть, самый, так сказать, выдающийся яркий представитель, да, один. Но он не один, конечно. Вот даже если мы будем рассматривать восстания, то есть, в предыдущих восстаниях, ведь там другие были, там полно было кудеевцев, да, там и восстание 1704-11 годов, там были кудеевцы. Потом восстание 1735-40-х годов, там был, значит, Тулькучура Батыр. Значит, отдельный очерк я посвятил этому предводителю, который был один из главных предводителей восстания 1735-40-х годов. Ну, я скажу, что в военном отношении Салават ему даже рядом, так сказать, не стоял. Тогда есть историографический вопрос задам. Да. В какой момент Салават Юлаев стал восприниматься как именно исследователями, как человек, который стал символом вот этой борьбы? Вот знаете, я вот тоже... Вот у меня здесь очерк в этой же книге. То есть, кому интересно, пусть прочитает. Я все это, значит, постарался детально исследовать. Он так и называется «Лик Салавата». Дело в том, что с полной уверенностью вам говорю, что культ Салавата уже был создан, он уже был. Это не советское изобретение. Абсолютно нет. Угу. Это уже Мамин Сибиряк, Нефедов, а потом еще раньше всех Игнатьев. Уже в начале 19 века они писали, что у башкир он там, значит, как чуть ли не святой почитается и так далее. То есть, вот это орел мученика, хотя, собственно, особо-то и мучений он фактически-то не претерпевал. Там, ну да, был наказан ссылкой и так далее. Все-таки с телесными, да, ну да, это было, конечно, увечьями. Да, это было, но это не было как вот в восстании 35-40-х годов. Там же просто было там, как испанская инквизиция там отдыхает. А это уже было при Екатерине, когда Пугачевщину подавляли, и там Салават, и там уже, в общем-то, относительно гуманно все это было, понимаете? По сравнению с тем, что было там 50 лет назад при Анне Ивановне, да? Там... Как вы себе объясняете, почему именно он стал вот этим легендарным персонажем? Дело в том, что, смотрите как, вот предание, которое записал, во-первых,
вот этот Игнатьев, вот эти песни о Салавате, предания, все. То есть, там у башкир там, он как посланник Божий, там, чуть ли пророк Аллаха, да, там его там, значит, описывается, он в преданиях. То есть у башкир уже в начале 19 века был уже культовой фигурой, как бы сейчас сказали. Тоже, видимо, есть какие-то основания для этого. Вот, допустим, потом вот эти его стихи, они же в оригиналах не найдены, вы знаете, да, его стихи Салавата Юлаева. Дело в том, что они сохранились как раз вот у Даля и так далее, там, у Игнатьева и прочих. Значит, в переложении уже был такой, значит, кантонный начальник Абдулла Давлетшин, у которого якобы хранились эти стихи. И когда Даль приехал в Оренбург, и когда там Игнатьев, и он вот эти, значит, те языком они не то, что не владели, да, исследовали. Да. И он дал им подсрочники, уже переведенные на русский язык. И все, и вот они все это зафиксировали, записали вот эти его стихи. А потом уже современные поэты уже обратно с русского перевели его на башкирский, уже, естественно, уже в рифмованной форме, поскольку у Абдуллы Давлетшина это не было в рифмованной, там просто был подсрочник. Значит. И уже современные поэты, и даже уже и на русском языке стали перелагать их в стихотворную форму. Дошли они вот такой переведенный на русский язык в прозаической форме. Все-таки однозначного ответа на этот вопрос нет. Но почему он... Несмотря на то, что были другие борцы с царским режимом, давайте так это сформулируем, по-социалистически, да, за свои интересы, а другие борцы за свои интересы, за интересы своей национальной группы, за интересы экономические своих родов в том числе, да, люди, которые участвовали в восстаниях, которые гораздо более жестоко подавлялись. Почему они не стали такими известными и популярными, если хотите, даже, да, в народе по сравнению с Юлаевым? Вот я же говорю, значит, во-первых, то, что он был поэт, раз. Потом, значит, он приобрел заслуженно, незаслуженно. Допустим, вот Алдар Батыр, он погиб, или там Турку-Чура, там и другие, они погибли там гораздо более мучительной смертью. А Салават вообще не погиб, так сказать, умер своей смертью. Потому что, во-первых, Салават был последний, да, молодой был, поэт был. Потом, я же говорю, у него был ореол, значит, какого-то такого, значит... Харизматичный был очень, да? Какого-то религиозного такого, знаете, значит, чуть ли не посланец Божий такого, значит, святого ислама такого, понимаете, вот, тут вот в преданиях, вот он говорит, я запрещал воинам своим грабить, там, разорять народ, там, даже запрещал пить, употреблять вино, там, заставлял, значит, соблюдать уразу, там, молиться, вот все вот в преданиях это написано. То есть, я думаю, что вот это все сложилось. То есть мы не знаем в реальности, каков он был. Мы сейчас говорим о том образе, который сложился уже ко временам Даля. Понимаете? Хотя прошло, в общем-то, всего 50 лет. А прошло-то всего 50 лет только, понимаете, все. Уже тут все было сформировано. Этот образ, естественно, он сразу пошел туда. Он и у Пушкина уже отразился в истории Пугачева, свирепый башкирец Салават, который, возможно, знакомился с этими материалами и читал записи Даля и так далее. Да, ну, насколько я понимаю, Пушкин формировал свой образ как раз этого восстания во многом по дневникам Рычкова, который был... естественно, который был внутри осажденного Оренбурга в этот момент, и понятно, что, в общем, там было определенное видение. Но, тем не менее, Пушкин приезжал, да, и знакомился лично с участниками восстания. Он старался быть объективным, старался быть историком, хотя, конечно, историком в классическом там смысле не был, но, тем не менее, да, зафиксировал образ тоже таким, каким вот мы его знаем. Да, и еще третьим, последний момент. Почему он? У него сложилось предыдущие предводители восстания, то есть это же были люди прагматичные, понимаете, это не так вот. Не романтики. Не романтики. Или не чистые романтики. Да. Вообще не романтики. Это люди были прагматичные, они, может быть, там совершали гораздо большие там военные подвиги, да, но они не были романтиками, они были прагматиками. Когда нужно было, они могли вступить в переговоры с царской властью и так далее, да. А Салават – это романтик, понимаете? Он поэт, бескомпромиссный такой, нонконформист. Кому из предводителей Екатерина ведь дважды к нему. Екатерина Великая. Вы можете представить, чтобы она к Пугачеву обратилась, там, покайся, там, нет. А к нему дважды обращались, к Салавату Юлаеву, через Потемкина. Потемкин ему пишет, значит, я, будучи уполномочен всемилостивейшую ее величество поверенностью, то есть по поручению царицы, она же не может напрямую к какому-то там разбойнику обращаться, поверенностью, уверяю тебя, что получишь тотчас прощение. Но если укоснеешь еще за сим вещанием, то никакой пощады уже не ожидай. То есть, вот ему предлагает конкретно. То есть, сама Екатерина обращалась. Приди, покайся.
Все, с тебя все будет снято. Вот это. А для чего? Они понимали, что его можно в конце концов и использовать потом? Нет, они ничего не думали. Просто, я же говорю, значит, поскольку вот она, Екатерина, чувствовала вот как бы комплекс, она все-таки была довольно-таки совестливой была, значит, она прекрасно понимала, что каким образом она пришла к власти, что вот как раз бунт во многом ее, так сказать, политикой был вызван, во-первых, свержением своего законного супруга Петра III, что породило вот эту легенду, да, создал почву для самозванства, вот что вот как бы Петр III, он не умер, а чудесно спасся, да, и то, что народное негодование, ведь тоже она понимала, что все-таки дворяне такие привилегии получили, понимаете, как раз это был золотой век дворянства, крепостные, как борзых щенков продавали, понимаете, это же как раз при ней это все это достигло. Она все это понимала, у нее, конечно, был комплекс, но по-другому она не могла не пойти навстречу дворянству, она же чужеземка. Ее момент бы там какой-нибудь гвардейский переворот и все, понимаете? То есть она была на поводу, должна была идти у этого правящего класса. Да. Она хотела побыстрее потушить вот этот бунт. Поэтому все, ведь ни один предводитель башкирский, который сдался в плен, не был казнен. Вы знаете, и Салавату то же самое было. Но нет, отказался, и потом, как показало следствие, Салават и его ближайшие соратники дали клятву, кавычки открываются, чтобы им до самой их погибели находиться в беспокойстве и не покоряться. Вот, так народ все это же знал. Вот, это же бескомпромиссный борец, которому все дают, а он... Вот, образ был создан уже в 19 веке. Естественно, и потом это все уже было уже в 20 веке подхвачено, и уже советский агитпроп, он уже все это, естественно, поднял все это до небес. В итоге для рода были ли последствия из-за того, что оттуда был выходец? Да, и знаете как, вот там много всяких мифов, там, что имя Салавата запрещали там, туда-сюда, это опять народная легенда, ничего такого нету. Вот я искал, ничего подобного, и вначале и среди солдат 1812 года много было Салаватов и Салаватовых. То есть никто ничего там не запрещал, имя не было запрещено, это просто легенда. Ну, естественно, там какие-то деревни разорялись там, в ходе карательных экспедиций, извините, тут уже не без этого как бы. Вот. Поэтому много мифов, много всего, но хочу сказать... Каких-то последствий для рода Кудей это не вызвало жутких? Ну, жутких как? Вот, конечно, в боевых столкновениях... Ну, понятно, это да, это гражданская война, в общем, понятно. Да. Если там ты вышел на поле боя, то, извини, там, если тебя убьют, ты не обижайся, как говорится, понимаешь? Но каких гонений народ не было? Нет, таких не было, естественно. Вот. Потом, что происходило с родом Кудей после... Нам нужно отметить что-то из 19-20 века? Давайте, может быть, если успеем, может быть, я хотел бы знаменитых наших этих кудеевцев. Хотя, конечно, перед Салаватом Юлаевым меркнут все, но... Я вот повторюсь, выдающийся предводитель был Тулькучур Алагулов, ну, правда, он вождь предыдущего восстания, да? Да. Но, тем не менее, хотелось бы сказать спасибо вообще, во-первых, Инге Михайловне Гвоздиковой, да, которая, значит, своим трудом, своими многолетними исследованиями, которые, в общем-то, удалось ей воссоздать и биографию, значит, Салавата Юлаева и так далее. Тут Багаудин Уриманов, этот знаменитый коммунист был, да? Вот Загура Рахматуллина наша, значит, кудеевская. Ирик Елалов из рода, значит... Хотя, кстати, родился уже в Уфе. Он в Уфимске, да, но у него родители, в общем-то, и со стороны отца, и матери кудеевцы. Тут в рамках одной программы тут всего не расскажешь. Спасибо, я напомню, это был Салават Хамидуллин, и мы говорили о роде Кудей, естественно, не могли не упомянуть об одном из известных выходцев из этого рода, Салавате Юлаеве. До свидания. До свидания.